Добрый день, уважаемые жители города Бишкек. Мы внимательно изучаем опыт всех стран, которые также столкнулись с инфекцией коронавируса. Что самыми сложными, самыми трудными по нашим данным для вас является эта самоизоляция. Первое, хочу сказать, в этот период от нас потребуется предельная сосредоточенность во всех направлениях. Самое строгое выполнение рекомендаций врачей, тех профилактических мер, которые сегодня введены на территории чрезвычайного положения. Рост заболеваемости растет у нас в городе и в целом в стране. С каждым разом врачи рискуют жизнь, и не дай бог их количество уменьшится. У каждого из нас есть свои семьи. У меня тоже есть своя семья, дети. И работая ночами, мы не спим, чтобы спасти наш город от опасности. Мои дети почти не видят меня, а у вас такой огромный шанс каждый день быть с родными рядом. Мы, конечно, не можем в полной мере сказать, как будет развиваться ситуация в нашем городе во всех отраслях, которые необходимы для нашей жизнедеятельности. Но в целом, если так подумать вдруг, когда каждого из нас настигнет болезнь, то все остальное для нас вообще не будет иметь никакого значения. Этим я хочу сказать, то, что здоровье граждан в настоящий момент это самое ценное, что у нас есть. Но мы можем с большой долей вероятности предвидеть все возможные варианты развития обстановки. А значит, можем заранее разработать и иметь свой план дальнейших действий. И тогда эти действия будут эффективными не только с помощью наших усилий, но и с помощью ваших усилий. Сейчас очень важно продолжить круглосуточную работу по профилактике и предупреждению опасного вируса. Ограничение контактов – важнейшие условия для разрыва цепочек и процессов данной инфекции. В конце хочу добавить, что многие жители, как я понял, говорят о том, что они проинформированы о наших работах. Это говорит о том, что граждане интересуются обстановкой в нашем городе, и это замечательно. Появляется сплоченность между нами. Учитывая наш современный век, сейчас у каждого человека, даже у детей, имеется смартфон на руках и безлимитный интернет, где вы можете прочитать и увидеть всю происходящую ситуацию. У меня есть личный профиль в социальных сетях, где я освещаю о нашей работе. Также имеется страница комендатуры города Бишкек, чтобы быть ближе к вам и быть более открытыми. Увидеть своими глазами ваши проблемы и нужды сейчас. И как как и вы, стал пользователем социальных сетей. Только ограничение контактов, сведение их к нулю могут отвести от нас эту опасную болезнь. Поэтому я не стану вам напоминать. Не выходите из дома без крайней необходимости. Сидите дома. Осталось еще немного нам всем потерпеть. Во благо наших граждан, наших близких и родных вам людей. Уважаемые горожане, есть несколько вопросов, на которые вы хотите услышать ответ. По поводу пожилых родителей. Мы на сегодняшний день на портале 1312.tunduк.kg вы можете получить в связи с данными обстоятельствами разовый пропуск, который будет выдаваться на 1-2 дня. Так, что нужно для того, чтобы получить разрешение ездить, закупать продукты себе и соседям? Нужно просто-напросто заполнить маршрутный лист, взять с собой паспорт и пройти в ближайший рынок, либо магазин.